Здравствуйте, в эфире рубрика спорта, в студии Саргалана Захарова. Сборная России разгромила команду Сан-Марино в заключительном матче квалификации Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 5-0. Забитыми мячами отметились Далер Кузяев, который открыл счет на 3-й минуте, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Камличенко. Для Кузяева, Петрова и Камличенко эти голы стали дебютами в составе национальной команды. С первых минут российская сборная выглядела фаворитом в матче. После первых забитых голов нападающие команды еще несколько раз создавали опасные моменты. Однако неплохая игра голкипера Альдо Симончини не позволяла мячу оказаться в воротах. Не смог отметиться за время матча лидер сборной Артем Дзюба. Несмотря на разгромный счет, защитники сборной Сан-Марино удавалось сдерживать форварда. Окончательный счет встречи установил вышедший на замену Николай Камличенко на 78-й минуте. Это был его дебютный гол за национальную сборную. Спустя несколько минут он мог оформить дубль, но мяч после его удара угодил в перекладину. В других матчах группы 1 сборная Бельгии разгромила команду Кипра со счетом 6-1, а сборная Шотландии оказалась сильнее команды Казахстана. Таким образом, сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы, набрав 24 очка. Они обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы за 2 тура до конца квалификации. Победителем группы стала сборная Бельгии, набравшая 30 очков из 30 возможных. Третьей финишировала сборная Шотландии, 4-е место у команды Кипра, 5-е у казахстанцев. Замкнула таблицу сборная Сан-Марино. На чемпионате Европы сборная России сыграет в группе «Б». Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Также в этом квартете выступят сборные Дании и Бельгии. А вот у баскетболистов последние матчи выдались менее триумфальными. «Зенит» потерпел 4-е поражение подряд в баскетбольной Евролиге. На этот раз он проиграл в Валенсии. Встреча завершилась со счетом 94-90 в пользу испанского клуба. Самым результативным игроком матча стал форвард Валенсии Альберто Абальде, а в его активе 18 очков. В составе «Зенита» больше всех очков набрали форвард Уилл Томас и защитник Алекс Ренфро по 17. В турнирной таблице российская команда идет на последнем 18-м месте. На ее счету 2 победы в 9 матчах. Валенсия находится на 15-м месте. В активе команды 3 победы и 6 поражений. В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с испанской «Басконией» 22 ноября. Валенсия днем ранее примет подмосковные «Химки». Сборная России проиграла команде Испании во втором матче Кубка Дэвиса. В заключительной игре противостояние Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Марселю Грансальеру и Фелисиано Лолосу 4-6, 6-7. Счет в матче Россия-Испания стал 1-2. Это первое поражение национальной команды на турнире. В понедельник сборная одержала победу над хорватами со счетом 3-0. В среду в заключительном матче группы «Б» сборная Испании встретится с командой Хорватии. По итогам этого противостояния определится победитель группы. Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных, разделенных на 6 групп, завершится 24 ноября в Мадриде. В четвертьфинале выходят победители группы, 2 лучшие команды из числа занявших вторые места. Призовой фонд турнира, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 миллионов. 4 маджины из Якутии выиграли финальный этап Кубка мира. Он прошел в Польше, сообщает «Спорт Якутии». Было много ярких и захватывающих моментов. Безоговорочным победителем в медальном зачете стала Россия. Однако и соперники из других стран составили достойную конкуренцию. Так, по итогам финального этапа золотые медали, кроме российских атлетов, увезли на родину спортсмены из США, Венгрии, Армении и Кыргызстана. Золото в копилку нашей сборной принесли якутские маджины среди женщин. Наталья Черноградская в весе 55 килограммов. Среди мужчин Виталий Андросов в категории 60 килограммов, Сергей Константинов 70 и Иннокентий Федоров 90 килограммов. Серебряную медаль выиграл в весе до 125 килограммов Эрчим Баппагай. Бойцы из Якутии выиграли 3 медали чемпионата мира по микс-файту. 2 якутянина, Мичель Осипов в весе до 65 килограммов и Борис Игнатьев до 71 килограмма стали победителями мирового первенства. А Михаил Трофимов в весовой категории до 60 килограммов стал обладателем бронзовой медали. Накануне в столице региона прошла пресс-конференция по итогам соревнований. Тренер сборной озвучил планы команды на следующий год. На сегодняшний день чемпионы подписали контракт с Федерацией микс-файта
файта. Ближайшие бои ожидаются в феврале и марте 2020-го. Основная подготовка к ним начнется не раньше, чем через 2 месяца. Наш земляк Григорий Попов проложил дорогу, и поэтому у нас в планах ставим самую высокую планку, что потом в дальнейшем, чтобы достичь все-таки вершины единоборства. Хотелось бы выехать туда, в регион западный, в Москву или на Кавказ. Все опирается только о финансировании. Это были новости спорта. Всего доброго.